за все эти 30 лет я всегда там слышу татарский язык, конечно же. То есть люди на татарском разговаривают, они там учились на татарском, поют на татарском, но это абсолютно не мешает кому-то считать себя, например, башкиром. То есть люди сами, на самом деле, есть там, я не буду углубляться там по количеству, сколько, есть башкиры, они считают себя коренными башкирами, ну как бы действительно башкирами внутри себя, но разговаривают на татарском. И даже говорят то, что они говорят, то, что разговаривают на татарском, а не на северо-западном диалекте башкирского языка. И у меня просто вопрос возникает, если уж это северо-западный диалект башкирского языка, тогда какой литературный язык башкирский? То есть очень красивый же язык, литературный. Мне он очень нравится, я пою, я разговариваю на этом языке. Я люблю этот язык. Литературный, красивый, мелодичный башкирский язык. И кому нужно было сделать северо-западным диалектом тот язык, на котором разговаривают эти районы? Мне кажется, это не совсем... Я не историк, я не лингвист, может, кто-то меня убедит в этом, но сами люди должны определить свою нацию, свой язык, и на самом деле какой это язык. Если кто-то считает, на самом деле, в этих районах, что это действительно северо-западный диалект башкирского языка, и кто-то население в деревнях, в районах, тогда без комментариев, без разговора принимается. Но ни в коем случае это не должно быть навязано сверху. Жизнь продолжается, переписи заканчиваются, а нам жить. Главное, чтобы не оставалось, осадок какой-то не оставался. Вот этого я хочу. Мы же всю жизнь жили, башкиры, татары. Будем жить, будем петь, будем разговаривать, будем друг к другу в гости ходить, будем... У нас очень много совместных браков, и будет так. Делить вот этот район такой-то, этот район другой, этот третий, не совсем красит. Я тут говорю кстати, с обеих сторон. Вот во время переписи не совсем было красиво и со стороны где-то Башкортостана, где-то Татарстана, где-то искали, где-то делили, где-то А кто от этого выиграл? Вот это я хочу спросить. Кто от этого выиграл? Кто-то в стороне, где-то наверху, может быть, кто-то и хотел этого, кто-то выиграть. В Казани больше как-то, может быть, условий развиваться, находить себя, как бы так пошире, может быть, поле, где можно себя проявить. Я это вижу по своему опыту. Много ребят, девчат, которые уехали, они с удовольствием нашли себя в этом городе, хотя певцов здесь очень много, гораздо больше, чем в Башкортостане, но несмотря на это, каждый пристроен, каждый неплохо зарабатывает, неплохо живет, и всем все хватает, скажем так, в плане реализации. Ребята, которые приехали из Башкортостана, девчата, они в себя вобрали именно две культуры, и башкирскую, и татарскую. Не только культура, это именно исторические какие-то моменты, то есть мелодичность, душевность, протяжность башкирских песен. Конечно же, те, которые родились и жили в Башкортостане, они пропитались этим. Это очень выигрышно, это очень все, наверное, видят.